и святую волю, я Твою принимаю, все загады выполняю. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами усими. Тридцать другая неделя звычайная. Сегодня нас заходит, как мы были подобны до этой удовы, якая кинула одну лепту, имела все, что на утрымании, как мы доверились Пану Богу до апошней хвилины нашего життя. Святую мшу спrawują za pamiętnych z Ściemniał, Mariuszycz, Karnickich, Bandarowicz, Lisowskich, Zakrewskich, Usowicz, Jemelianowicz, Kapliejka, Liszuk, Krupkowskich. Просячи для их рада життя вечного в Владарстве Небесном. Перепросим за все наши грехи, как мы могли их возложить в эту наисвятейшую охрану. Spowiadajmy Bogu Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу наисвятейшую, за всю Панну Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолитесь за ними, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нас грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Глория, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Слава нарушения Богу, Отдайся Христу главою для доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Хвалим Тебя, благословляем Тебе. Дякуем Тебе, великой славой Твоей. Хвалим Божьего
песни, Боже мой, что все голодны, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Божий, зміняється, я неперечний святий крахи світу, Ісуся над нами, я неперечний святий крахи світу, приймає нашої, які святішка рушаться, Ісуся над нами, Богий святий, Богий наш Пан, Богий найвищий Ісус Христе, Духом Святим Богає покається. Амень. Амень. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Молимся. Всемогутный, милосердный Боже, ласкаво отдали от нас всякие грешки, как мы вольны от небеспеки для души и тела, свободно Тебе служили, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою жили владалец едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Czytanie pierwszej kniги Володара. И перед ним стал пророк Илья и пришел к царю. Когда подошел до брамы города, явился перед ним вдова, якая сняла дорогу. И покликал ей, кажучи, принеси мне трохи воды в бане напиться. Когда она пошла принести воды, он кликнулся ей, возьми, прошу, для меня голодных хлеба. И она же сказала, на житье пана твоего Бога немає печива, только жмени муки и кадушцы и трохи олею в бане. Вось дару некалькі кавалкаў дрэва и пойду зготую сабе и моему сыну. И съему это и помру. Илья сказал ей, не бойся, але иди, зраби, я и сказала. Только спочатку зраби невеликий проснак для меня и принеси мне. Собеши сыну зробиш плаком. Бо так каже пан Бог Израиля. Кадушка муки не скончится, изба наления все аж до дня, коли пан спошли дождь на землю. И она пошла и зробила, и сказала я, и что дня ели он для нас и дом был. И так было каждый день. Кадушка муки не скончилась, изба наления все поводле лица, якое пан дал разделил. Это слово Божие. Хвали душа моя Пана, хвали душа моя Пана. Бог навеки заховає вірність, справедливо сутішна причинить. Хлеб дає покорний, Пан визволяє в'язня. Хвали душа
шлях грешный скривляет, Он благодарит навеки. Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Хвали душа моя Пана. Читання послання до Гаврила. Христос увійшов не у святіше, побудоване руками молодого правдивых, але у само небо, как теперь заступиться за нас перед обличием Бога. И не делит Бога, как шматразово приносит себе оферу, и что вы выходите у святое святых с чужою кровью. Бо йому треба було шмат разов терпеть от початку свету. Теперь же он один раз на скончании веков, деющих для знешения грехов своей оферой, як людям призначено до смерти, а потом до суд. Так и Христос, раз охверовавший себе, как принести грехи многих, другий раз без грехов явится тем, кто шагая его делит волнение. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Счастливые убогие духа, бо их есть володарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с духом твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. Слава тебе, Пане. У той час Jezus сказав народу навчаючи: «Остерагайтеся книжников, які люблять ходить у довгих шатрах і привітання на ринках, і перші лавки у синагогах, і перші місця у гостинах. Тия, хто об'їдає доми вдов і наказав довго молитися, отримають найтяжейший присуд. І сівши насупроть скарбонки, он назирав, як люди кидали гроші у скарбонку. Многие богатые кидали помногу, и пришла одна бедная вдова и укинула 2 лепты, что складая жерть аса. Покликавши учнів своих, Jesús сказал им: «Заправды кажу вам, что гэтая бедная вдова укинула больше за всех, кто кидал у скарбонку, бо все кидали, маючи лиша, а яна, будучи у нестачи своей, укинула все, что мела, увесь пожиток свой». Это слово Пана. Слава тебе, Христе. Дети, як думаете, хто з'являється слинним, знаним вельми добродеєм або ахвяродавцем? Про кого ми так шмат ведаем, хто зложив якусь великую суму, про кого ми ведаем в світі, про кого ми могли би сказати? Чи є хто-нибудь такий? З багатих людей? Тяжко сказати, ні. Але, однако, в сьогоднішньому Святому Писанні маємо не багатого чоловіка, а удову, вельми бідную, яка зложила скільки? Хто пам'ятає? Все, что имела на свое утримание, сложила вот такую монетку. Такую монетку она ничего не знает. Я ее принес, думаю, что вместе, как детям показать на сегодняшнем казане. И сложила она вот такую скорбоночку, как тут висит.
Вы чули это? Затем упала. Представьте себе, что в те времена, в те годы у Иерусалимской святыни стояло аж 13 таких скорбонок. А представьте себе, что это не была звичайная скорбонка, то и она была побудована на базе трубы. И в ей, когда кто-нибудь кидал монетку, здавался резонанс. Вельми прихожий гук, что мело заохватить людей до складания ахвяры, как послухать гучать. Там были розные, якщо не инструмент має на кисти, нажмем, и он там будет спевать что-нибудь. Он там так само было, кидаешь монетку, и надо вручить, выдає кисти. Не ведаючи ви зауважили, может быть, был в таком костеле, где на яслях, коли ясли, то есть Божие народжение, стоит анёлок. Анёлок стоит такие, которые кинешь там как рубль, альбо два, я не за голову туда. Альбо можно сказать, Тео грациас, альбо можно сказать, ну, завтра, даже он будет стянуть эти анёлки, спорщики, белорусские и так далее, и так далее. Это детей заохвачивает, это дети складали ахвяру. Я зауважу, коли працював почті, если приходили, и за каждым разом тату ему, дай мне гроши, дай, хочу поисекивать. Раз, и я подчас сказали, как 5 разов подбирали эти грошики. Батькам это не подобалось, а детям подобалось. У батьків треба було влажити ахвяру, а детям прикольно було, альбо співали, або кричали. По одному моменту начали заграть стрелять, подказ им шикали, и анёлки не спевали, не перешкажали ксяндзу спевать, выносили их только первой душой, альбо поставивши сами. Бо дети только бегали, занимались этими анёлками. Так вот, сегодняшняя удова кинула в эту копейку не такая, как почувствовать эту прихожку, але кинула, то почула хэнць своей сердце, то хотела зробити кисти. Добрый поступок. Кинула все, что имела на утрыманне. Не ведаючи ведаеце, пэўная дзяўчынка от мамы атрымала 2 монеты. И мама говорит, одну монету пойдешь в костёл, кинешь на ахвяру святой. Другую монету, коли выйдешь из святой мши, купишь себе мороженое. Ну и, конечно, девчонка такая шла, довольная, ну и хотел, чтобы эти монетки выпали ее с руки, и одна выкатилась и упала в канализацию линёвку, так званую. Ну, достаточно тяжко было. Взяла эту одну монетку, почесала голову и сказала, «Паня Боже, твоя ахвяра уже упала». Мороженое с лепёнки. И все, ничего не стратила. Часами есть у нас в такому житті. З чого ми складаємо ахвяру, яка вона є? Чи з того, що у нас випадає з кишені і говорить, все, пане Боже, це нам вже не потрібно, це можу тобі віддати. Так ось сьогодні хочу звернути декілька слов, сказати, може, трохи для дорослих тепер, але зараз висвітлити до вас, що чим є ахвяра, яку ми складаємо під час святої мши на тацу, яку ходить або міністрант, або хтось з вас ходить і збирає гроші. Це не з'являється тільки тим допомогою костюлу в розвою. Бо коли ви кидаєте якусь монетку, який-нибудь рубль, копейку, треба подумати, якої інтенції ви кидаєте, це так само Пану Богу подобається. У костілі є щось таке, як виміна дару ласки. Ми кидаємо монету і думаємо, якої інтенції її кидаємо. Може, братан для когось, може, потрібні ласки, якісь здорові. Це ахвяра так само Пану Богу приємна. І Бог має для кожного з нас побудувати такий скарбець. І в цій скарбеці тут наші ласки, які ми здобуваємо, такой мамоной живой, а иные идут только тады, они мы это чиним с властного сердца. Не за то, что нас кто-то этого помусил, а нас кто-то этого научил, и мы не ведаем, что мы это робим с любовью. Вот только когда с любовью мы это учим, то наша ахвяра, не случайно даже один рубль, как каждый святой мши недельной кости служба, и на принеси вам потребные ласки. Користи, может быть, теперь их не скористаем, а превода момент, и Бог буде видеть, что вам треба. Отчинить этой скарбец вашего життя, что вы не збирали, и даст вам столько, сколько вам потреба. В Святом Писании написано, что даст вам еще больше насыпля столько у вашей руки, что вы не унесете. А вертаемся далее, дети, за сегодняшнее Евангелие. Як ви думаєте, як ви поступили? Чи гэта девчонка, чи, может быть, подумали, а может, одна как-нибудь сюда? Тяжко не выбрать теперь, бо мороженое так само добро смакує. Вот, может, не теперь, але как было лето, особливо, как оно охолодило наш организм. Не ведаючи, ведаете, была в Христе великое ограбление. Злодеи были, что подумали, что крадем банк. Им это удалось, а?
Гэта аграбление набрало свою назву, зараз скажу, як воно називалося, беда багатого чоловіка. Ён і бедний, і багатий. У чому він бедний? Зараз почуєте. Эти люди украли $3,5 мільйони. Але украли не звичайну валюту, украли эти доллары у монетках. И вес этой их здобычи был 17 тонн. Вы воображаете, это история, это обычный сопровождение. И проблема этих людей была не в том, что они были богатые, а в том, что они были богатые и бедные, что эти гроши не могли нигде записать. Пока пришли какой-нибудь крам и насыпали крупные гроши, сказали, а вот кто украл. И с этими грошами они такие побегали. Никто не доведался, кто это такие, бо эти гроши нигде не выплыли по сегодняшний день. Так что, браты и сестры, мы так само можем в своем сердце иметь разные речи, але чи мы готовы с ими поделиться? Мы можем собираем для себя и боимся, как мы откроемся, какие мы добрые, что мы можем любить, что мы можем выполнять какую-то працу, да, кто-то будет это використовывать. А это нас обвяжет какими-то справами, такими, что треба виконувати обов'язково. В одной из вёсок, в одном из городов Польши давным-давно, колись была такая традиция, что колись приезжал в парафию бискуп на конфирмацию, чи на бежевание, так каждое дитя, каждый молодой человек, який приходил в бежевание, повинен был бискупу дать клетки есть. Ну и в одном из городов жила бедная семья. И эта девчонка пришла до мамы, мама говорит, ну что, не маю грошей, еще я думаю, ведь, а еще клетки есть. Ну и девчонка вельми мощно хотела заложить эти клетки бискупу. Взяла ровер, выехала поза город, насбирала клеток розных полевых и заробила букет. А коли пришла на это бежевание, зауважила, что у детей вельми пригожие букеты. Букет рожек, альбо букет кветок гвоздиковые, такие популярные. И нас заустудилась своим букетом и стала сзади за этими детьми. Сховалась из них. И коли проходил там кардинал, обижал, это история правда, обижал кардинал Войтыла, король Войтыла, который сегодня лично святым Яном Павлом II. Коли он проходил, он же прошел, и дети мелькнула ему эта девчонка. Вернулся до нее, подошел и запытал, чи я могу взять от тебя эти клетки. Я говорю так, а чи могу я их засушить? Вот это такие пригожие букеты, таким букетом еще мне никто не частовал. И заправды, эта женщина, рассказывала эту историю одному из цензуров, который мне рассказал. И заправды она говорит, я этого не забуду до конца своего життя. Брати і сестри, не треба шмат давати, а треба це чинити з любов'ю до кожного чоловіка. І ще одна апошня історія і знову про Америку. В Америці жив один такий багатий мільярдер. Він був знаний з того, що він шмат ахвярів давав нам у доме детска, на приюты якісь, даже на хранилище, там, где собаки, коты принимают, им. Ну, все было добре, він був сьогодні вельми знаний, как ни одна речь, что вышло, что он гэтые гроши, вельми великие суммы, здобывал не учтиво, подманом, обкрадал кого-то. И оказалось, что он гэтыми ахвярами своими, которые складал в разные приюты, хотел прикрыться, не имел ахвяры, как допомогчи, не имел интенции, как допомогчи, хотел прикрыться. Брати і сестри, ми так само повинні зложити ахвяру. Може не матеріальну, бо на матеріальну нам не хватить. Може не фізичну, як мені тут включити в раді, не треба цього. Але ахвяру свого життя, ахвяру Пану Богу, як ми могли в своїм житті один одного любити, один одного шанувати. Мужик і жонка повинні собі зложити ахвяру, помимо того, що може нам тепер тяжко у сужності живеться, что я однако роблю эту ахвяру, готова служить на веки.
Я готовы служить далее. Дети так само могли бы хочуць помагаць бацькам. І гэта, што уже дарослыя лічаць, уже тут лічаць, што і бацькі не патрэбны, што можа і не ведаюць, што ў жыцці рабіць. Гэта і ёсць наша ахвяра, якой сёння захоча гэтая ўдава, якая кінула звычайныя 2 лепчы. Чверть аса, даже не было на ўтрыманні на 1 дзень. Просто было на полпощинки з'їсти і, можна сказати, чисті і пам'ятати. З цим повстанням і просимо Пана Бога, щоб ви вірили, Богу, і щоб ми написали ахвяру тільки з любові один для одного. Від ахвяри один для одного. Віру в одного Бога, а й сам чоловік. Славите небо и землю, всяко ваше имя ваше, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего родного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого Сына, Бога соправдного от Духа соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Зайцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, выживал так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похоронен, и на 3-й день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял расправу. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых, життя вечного в будущем свете. Амен. Да небесного Отца, праз посредничество Его милованного Сына, вознесем наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как Бог своей лаской умацовал его в вере, надеи и любови. Тебе просим. Молимся за народы, які терпят голод и нестачу, как не переставали сподеваться на Божью милосердность и отримали потребную допомогу. Тебе просим. Молимся за пожилых людей, как своими молитвами и ахвярами выпросили потребные ласки для нашей молоди. Тебе просим. Молимся за коллегов и инвалидов, как вера у мертвых по устанию переменила их хвалебное тело и помогла им терпеливо нести свой крыш. Тебе просим. Молимся за наших близких померлых, в особенный способ доручаем померлых семьи Марьюшич, Кармицких, Бондарович, Лисовских, Закревских, Усович, Емельянович, Котлейка, Мишук, Круковских, как добрый Бог принял их благодарство небесное. Тебе просим. Молимся за нас, собранных коля алтаря Пана, как Божие Слово уносило в житё наше святое и помогало нам распознавать Божию веру. Тебе просим. Всемогутный Боже, Твоей милосердности мы доверяем все наши просьбы учеников, как нас, здольными принять и выполнить Твою волю праз Христа, Пана нашего. Наполняя любовью и добром.
Молите себя, как мою и вашу охвяру принял Бога и Иисус Всемогущий. На прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, глядь ласкаво на дареньки, я бы Тебе приноси, и да поможи нам поможно отзначать успомин муки Твоего Сына, как мы могли досягнуть полного уделу Его откупления и праз Христа Пана нашего. Аминь. С вами. И с Духом Твоим, Говору сердце. узносим Тебя, Пана, Дякуем Богу, Богу нашему. Он нам это и справедливо. За правды годна это и справедлива, скучна и избавлена, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пanie Święty Ojcze Всемогутny Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litości dla grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Przez swoją moku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i z всеми świętymi my obwieszczają Twoją chwałę. Razem z nimi usklikaючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Госанна на вышине. Госанна на вышине. Благословенный Бог, кто приходит в имя Бога. Госанна, Госанна, Госанна на вышине. Госанна на вышине. Naprawdę Boże, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, poprzez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziecną mocą Ducha Świętego Ty все ożywiasz i bezpieczajesz i niezbędne zbierasz na rok Twój kawał do wschodu słońca i na zachodu, składał imieniu Twojemu czystую ofiarą. Тому в jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskroł, i послал на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на офиару, как стали они телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Он у тую ночь, коли был выдаден, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил и ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich i подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Panie, wspominający zbawczej mocy Twojego Syna, tak samo Jego cudowne uwakrzenie i niebochrzestie. I czekając Jego drugого przyjścia z podzięką składają Tobie гэтую живую i świętую ofiarę. Uświadcz prosił na dar Twojego Kościoła i przyjmij Go jako ofiarę, jakiej Ty pożądał być umiłostivlony, назволь, как мы взмотненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с избранниками Твоими, najpierw z Najświętejszej Panną Bogorодicą Maryją, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami Twoimi, ze świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримуя на землі, со слугой Твоим Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбам этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто у ласці Твоей одышел з этого свету, милостиво прими в володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, враз Христа Пана нашего, враз якого одорвая свет усялякими добротами. Враз Христа, с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojca Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, wraz usieniaki wieczny. Молимся, Таинца Небесная, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего скуденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебя, Пане, слав нас от всего злого, дай ласкаво с упокоем гріх наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. От Твое богатство и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зложай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, як Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь.
упокой Пана, нехай завсюди буде з вами. І з духом твоїм. Передайте ближньому знак супокою. Які береш, такі сину, змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Богданом Божим, які береш, такі сину, змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Богданом Божим, які береш, такі сину, подари нам супокой, супокоєм нас задай. Возьми ради Божий, пусть той, які бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Пане, я не вартый, как ты увольшил до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Любить нас,
Кто из нас падаем мы на нее, за тобой, Иисус, Иисус, Абба, 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 Иисус, Иисус, и тогда для всех нас. После разных провожающих селений не попали слова. О мой когда, Абба, 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 Иисус, Иисус, и тогда для всех нас. После разных провожающих селений не попали слова. О мой когда, Абба, 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 Иисус, Иисус, и тогда для всех нас. После разных провожающих селений не попали слова. О мой когда, Абба, 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 Иисус, Иисус, и когда для всех нас. После разных провожающих селений не попали слова. О мой когда. Dobry Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty umacawał nas świętymi darami i pokorna Ciebie prosi. Niechaj moc Świętego Ducha, jaką Ty dał nam w Eucharystii, trwają nas i zawsze nas odnawiaje. Przez Chrysta Pana naszego. Już klasyczkiem. 9 listopada autora święta dawili посвящение Натаранской базилики, 10 успомин Świętego Lwa Великого, Папы и доктора Костела, 11 в четверг успомин Świętego Marcina, турского бискупа, 12 в пятницу свята Świętego Jozafata, бискупа и мученика,
З 1 по 8 листопада у 19:00 отправляется святая мша запомерных выписанных у выпоминках. У этот день так само можно, у этой дни можно так само отрымать отпуск за побожное наведение могилок и за молитву за померлых и принятие коммунии. И охверовать его только за померлого человека одного. Никого-нибудь каждый день другого можно. Раз весь месяц листопад у 18:20 молимся на Ружанцы за души померлых выписанных у выпоминках. У наступную неделю, 14 листопада, у нашу парафию наведає Радіо Марія. І одну з іншого буде трансмітувати, а так після іншого буде розповідати про себе. І так само можна буде заінсталювати приложення Радіо Марія. Адорація Пана Єзуса в найсвятішим сакраменті в інтенції нашої родзими буде відбуватися наступним чином. Во второк, у суботу і в неділю з 14 до 19 годин. Інші дні з 14 до 20:30. Дякуємо за охверування на будову святині, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурить. Некалькі слов про будову, докладно некалькі. Триває далі будова. Кошт за електрику, за самую не працю, а за матеріал, які ми заплатили вже як парафія, винес більше 28 тисяч. Затим чекає нас ще одна процентовка, яку за цей год ми маємо закрити. Кошт її ще винесе більш-менш 25 тисяч, трошки більше. Тут на її повністю розход розрисований. В этом году мы потратили 113 уже тысяч, это не шмат, а так само ще нас чекає одна процентовка за електрику, її тут нема, там так само буде лісова. А так само тривають праці над котловнею, про яку я говорив, як зареєструвати проєкт, так званий, як його виходить ще раз, нам треба заплатити 5 тисяч. Треба було тільки заплатити 5 тисяч. Конечно, підписали договор, бо без этого не маяк. Нічого не зробиш, але так само тонкий датчик або прибор пониження давлення газу нас буде коштувати по нормальному кубіту, буде коштувати 14 тисяч у зборі, як його купити по сотку, то 10 буде коштувати 8 тисяч, ну і плюс там 10 зборки, його чи 4 тисячі в кишені. Завжди якийсь спосіб, а якийсь спосіб, ми як парафія економимо. Поэтому хочу подякувати ще раз за всі отряди, які складаються. Буду вас інформувати, як у нас ідуть справи з будовою час від часу. Як ви так само відали, як це все відбувається. Помолимося за тих, хто на такий тиждень святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народів дітей, за добродіїв, виродавців нашої парафії, а так само будових добродіїв, будівництва санктуарія Божої милосердності. І за нас, доручаючи кожного по особку, опеці Матці Божої Руженцової, Твоей обороне отдаемся. В наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой приходит. Выбавляй нас за все, Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую, великий, що ви єсть. Вельми приємно слухати в этой парафії. Дякую вам, Богу, що послал меня сюда. Примите Божье благословение, нехай вас наполнит с упокоем и соправдной любовью во храме. Веселье один одному. Пан с вами. И с духом Твоим. Благословляю вас, Богу всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Даруем Пану Богу. Святым Архангеле Михаиле, веровавший нас в змагании, будь нам обороной, субрать спокусы и пасток злого духа, покорно просим, нехай его знищив спал Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас богодушнують по світі. Аминь.
Помолимся за наших близких, померлых, за померлых семьев Марьюшек, Карлицких, Бандарович, Лисовских, Закревских, Усович, Емельянович, Каплейка, Мишук, Круковских. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Bądź ja, słucha Pańska, ja. Niechaj nie станется погоды Твоего слова. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. A słowo stale się ciałem. Пресвятая между нами. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Mali się za nas, Święta Bogorodica. Старайся угоднее написанию Христова. Молим się, Всемогутный Вечный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразанёльское звестование утеловения Христа Твоего Сына, про звуку Его и крышку доведенные до хвалы у воскрешения праз Христа Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я благословляю Тебя, навеки вечные. Аминь. Добрый Jezu nasz Panie, Дай им вечное спасение. niechaj odpoczywają w uspokoju wiecznym. Аминь. Дякую великий Михаэлька, які за право литургічне і музичне. Можна, хай ласка, не стісняться, записуватися туди. Уже молодця мали, там потрібні ще діти, кого обновити ті голоси. Дякую великій службі літургічній. Так само можна записуватися на службу літургічну, як тут служити щиренним Пану Богу. Захвачуйте своїх дітей, щоб вони так само могли удельничать ближе Пана алтаря. А теперь заспеваем «Святый Боже». Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиренный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны, заразы, храни нас, Боже, от раздора и несподеланной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, всякий Бога просим, выслухай нас, Боже. Бог моя, какая цудовная любовь моя, какая цудовная любовь моя, какая цудовная любовь моя. Выше, который высокие выйти, на горах Бога шире, но все, что нам Бога у нас, любовь моя. Бог моя, какая цудовная любовь моя, какая цудовная любовь моя, какая цудовная любовь моя. Выше, который высокие выйти, на горах Бога шире, но все, что нам Бога у нас, любовь моя. Бог моя, какая цудовная любовь моя, какая цудовная любовь моя, какая цудовная любовь моя. Нехай буде
похваленный, святейший сакрам, правдивое тело и кровь, Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный, наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь, Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный, наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь, Пана нашего Иисуса